Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Улица Спортивная и проезд Северный в столице переименованы. Депутаты Сухумского городского собрания единогласно проголосовали за это решение. С 1 апреля Сбербанк Абхазии запускает услугу «Запасной кошелек». У банка можно будет занять от 5 до 30 тысяч рублей до очередного поступления зарплаты или пенсии. Абхазский Сальвадор Дали. В центральном выставочном зале столицы открылась персональная выставка «Адгур Ампар». Согласно сообщению оперативного штаба, за 29 марта тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 151 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 22 из них. В Сухумской инфекционной больнице 28 марта скончался пациент возрастом 81 год. У мужчины была коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 13 385 человек. Зарегистрировано 212 летальных случаев. Выздоровели 12 860 человек. Неответственное отношение граждан может помешать снятию ограничений. Меры социальной поддержки медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, обсудили на совещании под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Владимира Делба с членами правительства и руководством Фонда социального страхования и охраны труда. Как сообщает сайт правительства, Владимир Делба отметил, что именно сейчас необходимо предоставить работникам медучреждений, задействованных в борьбе с коронавирусом, условия для прохождения реабилитации. Кроме того, Делба напомнил, что соблюдение эпидемиологических требований и контроль за ними позволили членам координационного штаба рекомендовать главе государства ослабить ограничительные меры. Важно тщательно продолжать соблюдать меры предосторожности. С абсолютной уверенностью можно сказать, что неответственное отношение граждан к действующим сегодня ограничениям и санитарно-эпидемиологическим требованиям может помешать дальнейшему снятию ограничений, сказал он. Очередной пиар-акции грузинских властей назвали в пресс-службе президента Абхазии Аслана Бжани заявление министра здравоохранения Грузии о готовности вакцинировать от коронавируса жителей Абхазии и Южной Осетии. Мы не нуждаемся в помощи Грузии, ее властей. В вопросе вакцинации населения нам оказывает помощь наш друг и стратегический партнер Российская Федерация. Скоро в Абхазии начнется вакцинация населения одним из препаратов, разработанных российскими учеными, заявили в администрации президента, добавив, что эффективность российской вакцины уже доказана на практике. Что касается предложения грузинской стороны, то Сухум даже не намерен это рассматривать, отметили в администрации президента Абхазии. Мы не намерены приобретать вакцины, разработанные в других странах. Говорится в заявлении о том, что Грузия готова вакцинировать от коронавируса жителей Абхазии и Южной Осетии, сообщила на брифинге во вторник, 30 марта, глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе. Вакцинация от коронавируса в Грузии проходит двумя препаратами – AstraZeneca и Pfizer. Министерство иностранных дел Южной Осетии назвало лицемерным предложение Грузии о помощи с вакцинацией населения республики от коронавирусной инфекции, отметив, что ситуация с заболеваемостью там находится под надежным контролем. Об этом сообщает РИА Новости. Президент Аслан Бжани подписал указ о призыве в апреле и июне 2021 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву на основании закона о воинской обязанности и военной службе и об обороне с 1 апреля по 30 июня 2021 года. Призываются на военную службу граждане Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу. В эти же сроки будут уволены с военной службы военнослужащие, срок службы которых по призыву истек.
Чрезвычайный полномочный посол Республики Никарагуа в Российской Федерации и в Республике Абхазия Альба Сусена Торрес посетила посольство Абхазии в России. Состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в России Игорем Ахба. В ходе беседы обсуждались вопросы двусторонних отношений, дальнейшего взаимодействия посольства и перспективы сотрудничества между Абхазией и Никарагуа. Альба Сусена Торрес пожелала Абхазии мира и процветания. Улица Абазинская, Джону и Гулия, где производится замена коммуникационных сетей, водопровода и канализации, накануне проинспектировали вице-премьер-министр экономики Кристина Узган и глава администрации Сухума Беслан Эшба. Работы осуществляют в рамках инвестпрограммы и должны завершить до конца 2021 года. Работы по замене ливневых коммуникаций будут выполнять службы столицы. Слово нашим коллегам из пресс-службы администрации столицы. Вице-премьер-министр экономики Кристина Узган и глава администрации Сухума Беслан Эшба проинспектировали улицы Абазинская, Джону и Гулия, где производится замена коммуникационных сетей, водопровода и канализации. Работы в рамках инвестпрограммы на 3 центральных улицах столицы были начаты в сентябре 2020 года. Кристина Узган и Беслан Эшба начали инспекцию с улицы Абазинская. Она оказалась самой сложной в плане замены ливневых канализаций. Эти работы будут выполнять службы столицы. Замдиректора департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авицба рассказал, что по обе стороны улицы лежат ливневые коллекторы бетонного типа, в которые вросли корни деревьев и произошла их полная закупорка. Усугубляет ситуацию то, что деревья, растущие на тротуаре, они вросли корнями уже в существующие телотки, полностью закупорили, это все заилилось, заполнилось землей, и практически они не работают. То есть поэтому предстоит работа по демонтажу бетонных плит, прочистке, восстановлению стен этих колодцев, и в дальнейшем будут уложены новые бетонные плиты. Это с одной стороны, со стороны городской прокуратуры. С противоположной стороны принято решение, чтобы не рушить существующий тротуар, есть возможность уложить трубу на проезжей части. Начальник управления капитального строительства Тимур Агарба проинформировал, что по инвестпрограмме будет также асфальтирована площадка перед рестораном «Эльбрус». Он просил коммунальные службы города обратить внимание на коммуникации, расположенные в данном месте. Они не заложены в смете инвестпрограммы. Беслан Эшба поручил службам города подготовить необходимую документацию по ремонту коммуникационных сетей в этой части улицы Джонуа и оперативно начать работы до срока асфальтирования этого участка. Рестораном «Эльбрус» все развязки, потому что там будет полностью сплошной асфальт сделан. Поэтому, если надо что-то оперативно сделать, до того, пока не начались работы, надо это сделать. Обязательно. Все, давай, готовьте мне бумаги, присылайте, вперед встали, чуть ли не круглосуточно. Понятно? Все, потому что он попадает под асфальтирование, а там, чтобы мы к этому не возвращались. Все, что надо сделать, все, готовьте материалы, готовьте записки, вперед дефектные акты и все остальное. Кристина Узган отметила, что в течение 2 месяцев должны завершиться работы по реконструкции ливневых коллекторов на участках улиц Джону, Абазинская, Гулия. Совместно с администрацией столицы планируют реализацию программы в короткие сроки, для того, чтобы людям было удобно передвигаться по городу. Мы сейчас с администрацией города Сухум отрабатывали механизм реализации данной программы. Общий объем финансирования, предусмотренный инвестпрограммой, составляет порядка 140 миллионов рублей. Мы, соответственно, с городом планируем реализацию этой программы в достаточно короткие сроки для того, чтобы людям было удобно передвигаться по городу. Примерно вот такие Значит, сроки. смотрите, сейчас пока в рабочем порядке отработали, что на каждом участке в среднем порядка 2 месяцев необходимо проводить работы, плюс еще потом, соответственно, мероприятия по укладке асфальта. Они сметой предусмотрены, поэтому в рамках первого полугодия 2021 года мы планируем максимально выполнить эти работы. Мы к концу апреля будем, соответственно, с городом определяться со сроками и с тем, кто будет реализовывать контракт. Работы будут проходить под непосредственным контролем администрации города Сухума, так как они настроение горожан наверняка чувствуют и знают. Поэтому мы надеемся, что все работы будут проведены оперативно и все. Есть различные рабочие нюансы, которые мы будем в порядке синхронных действий отрабатывать, поэтому
Проект не новый, я думаю, что мы справимся совместно с городом. Мэр столицы выразил обеспокоенность состоянием дорог. Беслан-Ишпа проинформировал, что в ближайшие дни на улицах Чонуа, Базинская и Гулья будут подсыпаны ямы. Погода уже позволяет это сделать. По срокам, конечно, нас очень сильно беспокоит, что большие неудобства у нас в городе из-за этого мероприятия. Сейчас в ближайшие дни мы, конечно, произведем подсыпку, вот так, чтобы людям было не совсем, да, так били машины об эти ямы, которые образовались. Но ввиду того, что были дожди, были плохие погоды, поэтому мы это не делали. Потому что когда идет дождь, то быстро все приходит в негодность. Поэтому сейчас мы быстро на днях это все сделаем и ожидаем начала работ во второй половине апреля месяца. Как нам сказали, значит, те, кто непосредственно занимается инвестиционной программой. Будут заниматься городские службы выполнения работ. Это хорошо, потому что наши городские службы, и водоканал, и значит, дорожно-ремонтная бригада, которая у нас есть, они знают, где проходят какие коммуникации, им будет легче реализовывать эту задачу. Сегодня же Беслан-Ишпа провел совещание, на котором поручил коммунальным службам подготовиться к работам по замене ливневых магистралей. Он отметил, что в ходе работ не должны возникать непредвиденные ситуации, которые внесут корректировку в сроки их проведения. Условия тоже непростые, как показала практика, когда прокладывали канализационные, значит, трубы и водопроводные. Это связано было с ограничением маршрутов, с неполным пониманием того, где какие трубы проходят, с какими проблемами сталкивались, вы помните прекрасно. Приходилось каждый раз в разное время отключать воду и так далее. Я бы не хотел, чтобы это повторялось, тем более, что будет сейчас заниматься город остатком работ, прокладкой ливневой магистрали, и, значит, всех перемычек, соединений и так далее. Я бы хотел, чтобы вы углубились в проектную документацию, посмотрели, где там есть еще какие-то вещи, которые не учтены, или то, что надо, значит, на что обратить внимание в том плане, что объемы не те или где-то указаны и так далее. То есть, чтобы потом по ходу работ вы мне не говорили о том, что вот это мы не предусмотрели, кто-то не предусмотрел или что-то не увидели. Поэтому все должно быть предусмотрено. Мэр Сухума рассчитывает, что все работы на 3 центральных улицах столицы будут завершены до начала активной фазы курортного сезона. Вопрос сроков исполнения. Здесь будем требовать, значит, с опережающим графиком, с учетом того, что у нас впереди летний курортный сезон, и нам хотелось бы, чтобы в его активной фазе, значит, чтобы было все сделано. Хотелось бы, конечно, первым числом июня, но я сегодня, как услышал, по, значит, предварительным пока оценкам, это будет начало июля. Но надо постараться сделать раньше. Это не говорит, что надо сделать плохо и быстро. Надо, наоборот, сделать качественно и оперативно, насколько это возможно. Руководители коммунальных служб города отметили, что они готовы к проведению работ по замене ливневых коллекторов. Мадина Бганба, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. Необходимо успеть до наступления активной фазы курортного сезона. В Министерстве экономики под председательством вице-премьер-министра экономики Кристины Узган прошло совещание по итогам инспекционной поездки по улицам города Сухум, где поэтапно проводится капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения города. Основные сложности связаны с заменой ливневых коллекторов по обеим сторонам улицы Абазинская. Укладка новой трубы с одной стороны и капитальный ремонт существующего коллектора с другой решат вопрос с затоплением улиц после сильных дождей, которые доставляют сухумчанам массу неудобств. Сохранить или заменить насаждения, корни которых вросли в ливневые коллекторы, предстоит решить Госкомитету по экологии. Общий объем финансирования, включающий капитальный ремонт дорог, составляет 144 миллиона рублей. Работы на каждом участке займут ориентировочно 2 месяца. Администрация города Сухум намерена свою часть работ завершить к первым числам июля. Улица Спортивная и проезд Северный в столице переименованы. Депутаты Сухумского городского собрания на последнем заседании 6-го созыва единогласно проголосовали за это решение. Об этой инициативе и чье имя теперь будут носить улицы, расскажет Анастасия Никонова. Последнее заседание 6-го созыва Сухумского городского собрания началось с выражения благодарности Дмитрия Маршания, главам администрации столицы, депутатам и средствам массовой информации за совместную работу. Председатель горсобрания отметил, что депутаты старались выполнить работу качественно и не подвести своих избирателей. Что-то получилось у нас, что-то нет, но на то были объективные причины.
Но в любом случае взаимодействие у нас было на очень высоком уровне. На заседании Сухумского горсобрания присутствовал директор Центра повышения квалификации тренеров Академии футбольного клуба «Зенит». Сергей Морозов отметил, что сборы в Абхазии «Зенит» проводил еще в 1952 году, а нынешний приезд 7 молодежных команд проходит успешно и результативно. У нас все проходит по плану. Все планы, которые наметили наши тренеры, все мы учебно-тренировочного сбора, это сбор предсезонный. Я не буду вдаваться сейчас в терминологию. Короче, мы готовимся к длинному сезону. Я думаю, что время, проведенное здесь, способствует нашему спортивному мастерству. Но я очень рад и тому, что за это время молодые ребята наши познакомились. Президент Федерации футбола Абхазии Тарач Хакба поблагодарил депутатов горсобрания за прием, отметив, что Сергей Морозов активно поддерживает развитие футбола в Абхазии. После диалога Дмитрий Маршаня вручил гостю картину с изображением набережной столицы. Об эпидобстановке и заболеваемости COVID-19 рассказала начальник управления здравоохранения администрации города Сухум Ирма Воуба. По ее словам, на 30 марта в столице коронавирусной инфекцией больны 150 горожан. По инфекционной больнице у нас состоят на учете 392 человека, выписано 376. Состояли, я сейчас хочу сказать, не то, что там именно сейчас состоят 392 человека, это были вот с начала пандемии те, которые состояли на учете. Выписаны были 376 человек. Амбулаторно принятых людей было, значит, больных 342 человека. На сегодняшний день состоят 28 человек. Далее депутаты приступили к основной повестке заседания, в которой значились два вопроса. Первый – о переименовании проезда Северного, расположенного на старом поселке, в улицу имени ветерана Отечественной войны народа Абхазии Дмитрия Гамгия. Второй вопрос – переименование улицы Спортивная в улицу имени добровольца, кавалера ордена Леона, председателя парламента горских народов Кавказа Али Алиева. Обе инициативы были поддержаны единогласно. Анастасия Ниганова, Торник Амичба, Абаза ТВ. 10 новых пожарных гидрантов установлены в Сухуме. Работы по установке оборудования проводились в рамках инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазии на улицах Гуля, Джону и Абазинской, сообщает пресс-служба МЧС. Наличие гидрантов позволит напрямую подключаться к системе городского водопровода для подачи воды по пожарным рукавам непосредственно к очагу возгорания. Сотрудники пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района провели осмотр новых гидрантов, проверили их соответствие установленным нормам и дали свое положительное заключение. Согласно распоряжению главы администрации города Сухум Беслана Эшба, для столицы будут куплены и установлены еще 12 гидрантов. С 1 апреля Сбербанк Абхазии запускает услугу «Запасной кошелек». Это возможность занять у банка от 5 до 30 тысяч рублей до очередного поступления зарплаты или пенсии. В зависимости от суммы займа клиент платит комиссию в размере от 9 до 59 рублей в день. Подробнее Надежда Боровикова. С 1 апреля Сбербанк Абхазии запускает новую услугу для своих клиентов. Запасной кошелек – это возможность пользоваться средствами банка, если собственные деньги на счету закончились, а до зарплаты еще есть время. Будет предоставлена возможность человеку появиться в нашем банке, написать заявление. Все будет автоматически рассчитано. Ему сразу скажут, какой размер лимита задолженности он может получить. И в течение, возможно, даже на следующий день, максимально на 3 дня мы для себя время оставили, у человека будет подключена услуга «Запасной кошелек». Лимит рассчитывается исходя из доходов клиента за последний год. Ориентировочно это половина месячных доходов клиента, но не более 30 тысяч рублей. Лимит будет меньше, если есть дополнительные обязательства, например, невыплаченный кредит. За пользование такой услугой предусмотрена ежедневная комиссия. В зависимости от того, сколько человек возьмет денег, будет комиссия ему рассчитана, и она будет начисляться, соответственно, ежедневно. В тот момент, когда он погасит ее, он может прийти в банк погасить в любой момент, тогда же прекратим мы начисление комиссии. Либо при поступлении заработной платы, либо вообще любого поступления на счет, мы закрываем задолженность клиента, и он уже не платит никакую комиссию. До 5000 рублей оплата 9 рублей в день.
до 10 тысяч 19 рублей, до 20 39 и до 30 59 рублей в день. Подобная услуга распространена в российских банках и пользуется популярностью у жителей Абхазии. Поэтому Сбербанк предлагает отечественную альтернативу. Услуга «Запасной кошелек» запустилась в тестовом режиме месяц назад. Первыми испытателями стали сотрудники Сбербанка. Пришлось экспериментировать на себе в первую очередь. Вот. Мне очень понравилось. Я воспользовался, банк на мне чуть подзаработал, но когда хороша ложка к обеду, как говорится. Мне сегодня нужны деньги, я, соответственно, смог там купить себе обувь, пойти, еще что-то. Я воспользовался, там, в Россию выехал, без проблем, как бы зашел в магазин, в ресторан, без проблем можно было оплатить. Не дожидаясь, никого просить не пришлось. Денежки даже закончились вот на счету, а я зашел и воспользовался. Соответственно, там оплата мне в конце месяца пришла, но я потому что экспериментировал, как будет работать, если будет изменяться, соответственно, задолженность, чтобы все вилки сработали. Соответственно, сумма получилась небольшая, там рублей 500 в общей сложности. Но я весь месяц пользовался, то брал, то гасил, то еще что-то делал. Для того, чтобы воспользоваться услугой «Запасной кошелек», нужно быть клиентом Сбербанка не менее 6 месяцев и получать зарплату, пенсию или иной доход с зачислением на банковский счет в Сбербанке Абхазии. Надежда Боровикова, Рамо Камкия, Абаза ТВ. Большие стаи кефали зафиксировали местные жители у берегов Гудаута. Жительница Гудауты Назира Аргун сняла на видео редкое явление. Сначала очевидица подумала, что в воде водоросли, но бывалые рыбаки объяснили, что это косяк кефали. По словам директора Института экологии Романа Адбар, у берегов Гудаута зафиксировали стаи кефали. Это кефали, причем остронос или чуларка, один из 5 видов кефали Черного моря, пояснил эколог. Как отметил Адбар, в этом году благодаря температурным условиям зимы и хорошему развитию за последние 2 года преимущественно в озере Скурча, кефаль образует крупные скопления. С потеплением воды косяки рассеются. А на столичной набережной в районе поворота на Маяк утром 30 марта горожане наблюдали настоящего лебедя, который спокойно и грациозно рассекал морскую гладь. Многие его даже успели записать на видео. Абхазский Сальвадор Дали. 30 марта в Центральном выставочном зале столицы открылась персональная выставка работ от Гурампар под названием «Межвременье». Здесь представлены живописные работы художника, которые создавались в основном в течение прошлого года. На выставке побывала наша коллега Виола Барганджи. О том, чем уникальна экспозиция, в следующей репортаже. Для столичных любителей искусства сегодня настоящий праздник. Оценить работы от Гурампар многие пришли еще за полчаса до открытия. Всего на выставке представлено 25 картин, написанных в стиле сюрреализма. Такого своего рода совмещения сна и реальности, где художник предлагает порой абсурдное или же противоречивое сочетание натуралистических образов. Для творца же каждая загадочная работа несет в себе свою историю и почти всегда определенное душевное состояние. К примеру, эта работа связана с личными переживаниями художника. Я ее публиковал, эту работу. Я как бы все работы публикую у себя на странице в соцсетях, в Фейсбуке. И она там показана в 3 этапах. Да, в 3 этапах. То есть был первый этап, второй, и потом появился еще и 3-й этап. Вот. И в тот период времени, когда она писалась, были какие-то события, которые со мной происходили, такие вот слегка болезненные. Вот, поэтому мы картину назвали «Через тернии к звездам», которая, в принципе, через всякие эти боли что-то к чему-то хорошему может привести и, конечно же, приведет. В работах как бы это и показано. Я старался показать некую боль и некую радость, которые сосуществуют на одном пространстве холста. Вот. Это как бы некое рождение. Рождение всегда происходит в муках, да, вот как бы, да, но потом, когда происходит уже сам процесс завершается, то все эти муки мы забываем, радуемся своему происходящему событию, происходящей радости. На написание той или иной картины, помимо душевного состояния автора, зачастую влияют и другие факторы. Творчество коллег, кино, музыка, окружающие люди и даже просто фотографии неизвестных людей из социальных сетей. И муза, и какая-то информация, которая приходит извне,
и все твои какие-то вот потом сеется переработка внутренняя. Вот. Ну и, конечно же, вот, желание чувствовать ощущение времени, да, вот современного времени, современного ритма, современных красок, современного все, что касается, потому что оно же не похоже, как бы, да, вот оно вот то, что в настоящее время происходит, завтра оно будет иным, вчера оно было совершенно другим, и вот желание как бы вот суметь запечатлеть вот этот период времени. Эта выставка, представленная художником от Гурам-Ампар, в таком стиле пока что считается единственной в своем роде в нашей республике. Об этом, открывая мероприятие, сказал и председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения. Впервые вот такого стиля выставки. Мы раньше такого не видели, никто из наших художников в таком стиле не работал. Это действительно уровень высокий, профессионализм на каждой работе чувствуется, профессиональный подход, построение в композиции, в цвете и в сюжете, все гармонично, приятно нам всем это видеть. 25 представленных от Гурам-Ампар работ были написаны в основном в течение прошлого года. Однако из-за пандемии и введенных ограничительных мер увидеть их зрителям удалось только сейчас. Но очень хочется остановиться и подумать, посмотреть, что имел в виду автор. Не сразу это понятно, но вот названия картин как-то помогают, наверное, все же дать направление для размышлений, но очень интересно. Я очень рада, что какое-то свежее и современное явление в нашем выставочном зале. Это очень всегда приятно. Чувствуешь себя где-то в современности. Это не всегда бывает в этом помещении. Очень интересно. Выставка необычная. Впечатление, конечно, интересное. И решение картин, цветовое решение, композиция, внутренний мир картин интересный. Художник нашел какую-то свою стезю. И вот на этом фоне он разрабатывает разные композиции, придумывает такие формы необычные. И просто, знаете, честно говоря, вот на размышление наводит все это. Поэтому не пройдешь мимо бездушным. Всегда хочется что-то проанализировать, продумать, пережить вместе с автором эти произведения. Такое необычное решение. Очень интересно, очень необычно. Мне кажется, что это выдающийся художник, и его работа очень выделяется даже на общем фоне, не то что здесь. Для меня, вот как для художника, конечно, не такого уровня, а для меня это просто вот пример, что ли. Насладиться экспозицией художника от Гурам-Ампар под названием «Межвремье» можно всем желающим до 10 апреля в Центральном выставочном зале Сухума. Виола Барганджа, Сосрыква Гухава, Абазатовая. Репортаж с выставки от Гурам-Ампар на абхазском языке смотрите после выпуска новостей. С 5 по 9 апреля в Центральном выставочном зале будет представлена выставка «Архитектура города. Проекты, идеи, перспективы». Выставка авторских проектов демонстрирует различные способы реновации, восстановления зданий и публичных пространств в исторической части города Сухум и других городах Абхазии. Участники инициативной группы «Хара Хакелек», архитекторы, дизайнеры, урбанисты представят свои примеры реновации и реставрации различных объектов без ущерба для историко-архитектурной среды города, ссылаясь на европейскую практику, мировой опыт. Куратор проекта Батал Кубахи Эльвира Арсали. Выставка является частью проекта «Культурный перекресток», который реализуется в рамках программы поддержки гражданского общества, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН. Спорт-автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвозава подписал контракт с итальянской командой Target Racing и будет выступать в европейском чемпионате на Lamborghini, рассказал Гвозава «Спутник». Подписание контракта с этой командой дает возможность участвовать в чемпионате Lamborghini Super Trofeo. Всего 3 вида этого чемпионата – европейский, азиатский и американский. Я буду выступать в европейском, но в условия контракта также входит участие в мировом финале. Победители всех этих чемпионатов будут соревноваться на одной трассе в Италии. Мировой финал, как вишенка на торте, и состоится в заключительном этапе, уточнил Гвозава.
Подписание контракта состоялось в Монце, вблизи Милана, где расположен один из наиболее титулованных автодромов мира. Многие спортсмены называют эту трассу храмом скорости, подчеркнул автогонщик. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 31 марта в Абхазии небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью 6, днем до плюс 16, температура морской воды плюс 10. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи!